В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем расскажем. На шаг к будущему. Может, это решение правительства, нам это надо сделать. Как голограммы помогут предприятиям Татарстана, а сельхозкультуры обогатят бензин. На заседании Татнефтехиминвестхолдинга узнал Рамиль Шайдулин. Признаны радиационно чистыми. Показывает мощность эквивалентной дозы 0,11, то есть это норма. Для чего в Чистопольском районе Татарстана проводилась рекультивация земель, расскажет Ленар Гинатуллин. По 5000 человека за воду. Никто даже против не был. Все как-то даже обрадовались, что именно на воду пойдут эти деньги. Как в рамках самообложения в одной из деревень республики решили провести себе воду, расскажет Салават Мухаммадуллин. Не прочь с людьми пообщаться и на камере засветиться. Как прижились моралы в Аксубаевском районе, увидела Зарина Ахметова. В Татарстане появится Центр циркулярной экономики. Сегодня идею создать его на базе энергетического университета одобрил Рустам Минниханов. Она прозвучала на заседании Татнефтехиминвестхолдинга, как и многие другие. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Вопрос, сколько будет стоить прирост на 1 пункт октанового числа. Сток сена или корзина кукурузы. Вот что может повысить качество бензина. Научный центр из Новосибирска предлагает Татарстану опробовать новый метод. Перерабатывать для этого сельхозотходы. Древесин-лиственных пород или кукуруза, там, ботва, как я понял. Там. Кукурузные початки, это может быть там лузга, там, гречихи, кукурузные отходы. Все, что обычно уходит на корм скоту или на свалку, можно обработать методом гидролиза. Полученное вещество сродни биотопливу. По итогу получаются добавки, которые улучшают октановое число. Октановое число улучшает, и, соответственно, качество бензина улучшается. Он и в экологическом плане получается лучше. Метод предлагают взять на вооружение нефтяным компаниям. Хорошо. Тогда, Альфатович, работаем. А вот в этом предложении речь не только о сельхозотходах, но и в целом безотходном производстве. В партнерстве с финскими компаниями создать на базе Энергоинститута Центр циркулярной экономики. Может, это решение правительства, нам это надо сделать. Это еще вот как Центр компетенции сделали? Но он республиканский центр. Республиканский будет, да. Давайте вот проработаем. Речь об этом здании КГУ, где в будущем и расположится новый центр. Во-первых, потому что исторически это кузница кадров, где учат по мировым стандартам. А скоро и по мировым трендам. Самое главное – это поменять ментальность и мышление людей. Вот это. Поэтому мы предлагаем начинать с школьников, лекции, вузов и проведение мероприятий. Именно циркулярная экономика, считают авторы проекта, основа 4-й промышленной революции. Другое подспорье IT. Компания из Сколково предложила запустить в Татарстане проект «Цифровой двойник». Оцифровывать предприятия в 3D-моделях, чтобы лучше контролировать процессы. Татарстанские компании намерены начать сотрудничать. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. И сегодня же Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров Татнефти. Здесь подвели итоги исполнения бюджета за 10 месяцев и утвердили прогнозный на следующий год. Особое внимание технологиям утилизации, очистки газообразных и жидких потоков в режиме замкнутого цикла, которые обеспечивают экологическую безопасность производства. Также рассмотрели вопрос дальнейшего развития нефтехимических производств в Тольятти. Сегодня президент Татарстана встретился с председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым. Они подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и банком. Компания будет содействовать реализации инвестпроектов. 2019 года город Казань. И сегодня в Казани открылось 2 офиса этого банка. Один из них посетил президент республики Рустам Минниханов. Теперь малый и средний бизнес здесь будут обслуживать дистанционно. Расчетное обслуживание, открытие счетов, выдача кредитов, техническая поддержка – все по телефону или через интернет. Возможности оценил президент. С учетом того, что сегодня для нас приоритет и в целом для страны поддержка малого и среднего бизнеса, появление этого офиса в таком прекрасном месте, шаговой доступности – это очень знаковые события. Рабочие места, которые созданы вот здесь 190, потом до 400 человек, это
будет представлена. Это хороший сигнал и для бизнеса, и для нас. До этого Sky Office месяц работал в пилотном режиме. За это время приняли более 100 тысяч обращений от предпринимателей. Ребята, которые здесь работают, они будут, и девушки, они будут фактически сопровождать по самым сложным операциям клиентов малого бизнеса, среднего бизнеса по всей стране. 200 сотрудников этого банка обслуживают малый и средний бизнес по всей России. Офис далек от стандартов. Здесь нет зонирования и строгого дресс-кода. Все сделано с заботой о сотрудниках. К примеру, есть кофе-поинты, места для отдыха и даже зона для игр. Банк кредитует малый и средний бизнес. Двустороннее доверие обеспечивает гарантийный фонд Татарстана. На сегодня выдано кредитов на сумму в 1 миллиард рублей. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Новое для бизнеса с декабря 2019-го. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Признаны радиационно чистыми. В Чистопольском районе рекультивировали земли. На них в 90-е возили и хранили радиоактивные вещества. Общая площадь зараженных захоронений почти 3 квадратных километра. Как их возвращали, то, что было заражено, увидел Ленар Гинатуллин. Показывает мощность эквивалентной дозы 0,11, то есть это норма, фон. Еще пару месяцев назад в этом месте дозиметр показывал радиоактивное излучение, превышающее норму в 10 раз. Сюда в 90-е годы Чистопольский часовой завод завозил загрязненные радиацией механизмы без соответствующего на то разрешения. Хранилище РАО было от Чистопольского часового завода, который прекратил свою деятельность по производству светосоставов на основе соли радия где-то в середине 90-х годов. Проще говоря, на заводе производилась люминесцентная краска. Ее наносили на стрелки часов и счетных приборов в составе радиоактивный нуклид радий-226. И когда производство закрыли, все детали и механизмы, ветошь и даже спецодежда были захоронены здесь, в Кубасском лесу. Буквально по сантиметру локализовали радиоактивные загрязнения, выявили эти локализации, привезли сюда контейнеры специализированные для хранения радиоактивных отходов, извлекли эти радиоактивные отходы. С территории в 2500 квадратных метров извлекли 50 кубов радиоактивных отходов. Сейчас их сдали национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Второе непроектное хранилище было организовано прямо на территории часового завода. Его площадь составляла 250 квадратных метров, и построено оно было во время Второй мировой войны. Тогда автомобильный транспорт был не так развит, и на гужевых повозках развозить загрязненные детали считалось невозможным. Поэтому хранилище организовали вблизи жилого массива. Если вдруг что-то произошло бы, несанкционерно скрыть какое-то было, то были бы серьезные проблемы со здоровьем людей. Работы проведены в рамках федеральной программы обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Итоги сложной работы подвели сегодня в Минэкологии. Они сделали огромную работу. Это ликвидация негативного воздействия того объекта, который мы сегодня обсуждали. Это рекультивация непосредственно часового завода, Чистопольского часового завода, радиоактивных отходов. Теперь эта территория признана радиационно чистой. Все показатели вернулись в норму. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Чистопольский район. Об агроотрасли и не только. Рустам Минниханов сегодня встретился с послом Чехии в России Вячеславом Пивонькой. Встреча прошла в Доме правительства. Обсудили вопросы развития сотрудничества в области АПК, поставки продукции и другие вопросы. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Отец казанской альма-матер. Подлинная утвердительная грамота, которая была подписана Александром I 5 ноября 1804 года. Что поменялось в университете со времен учреждения Александром I и как его вклад оценивают современники, у них узнал Сергей Хайдаров. Не прочь с людьми пообщаться и на камере засветиться. Как пожились моралы в Аксубаевском районе, увидела Зарина Ахметова. Как молодежи достичь карьерного роста? Какие условия созданы и создаются для этого в стране и регионах? Об этом сегодня говорили Рустам Минниханов, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. В эти дни главы ведомств находятся в Казани для участия в работе кадровых школ молодежных организаций. Одним из вопросов встречи стала и реализация государственной молодежной политики.
В Набережных Челнах скончался 19-летний юноша, которого избили предполагаемые участники субкультуры АУЕ. Парень умер в БСМП. По данным следствия, драка произошла в воскресенье. Как сегодня заявили в Кремле, в Татарстане готовится заседание Совета по профилактике молодежной преступности. Ориентировочно после новогодних праздников своими предложениями поделятся правоохранители, министры и общественники. В течение декабря это будет готовиться, и, возможно, мы сразу после Нового года уже будем проводить в таком формате. Пока идет подготовка, наработка документов, и каждый по своему профилю готовится. Сегодня в Доме дружбы народов говорили о народной дипломатии. Семинар приурочили к 75-летию ООН. Участниками стали представители национально-культурных объединений республики. Приехал председатель правления Центра межкультурного и межнационального сотрудничества из Москвы. К собравшимся обратился Фарид Мухаммедшин. Он поделился опытом работы Ассамблеи народов Татарстана. Говорили о взаимодействии с правоохранительными органами в вопросе миграции и как на месте реализуют нацполитику. Но самый главный вывод из этого, вот базовый вывод, для того, чтобы прогресс создать в любой стране, нужен внутри межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Референдумы по самообложению пройдут в селах Татарстана и в это воскресенье. Ждут его и в маленькой деревеньке Октябринка Кукмурского района. В этом году здесь намерены решить главную проблему, которая стоит с 2010 года. В населенном пункте нет водоснабжения. Ради этого готовы собрать по 5000 рублей с человека. Сколько на них добавит республика и когда будет вода, узнавал Салават Мухаммадулин. Глухая деревенька, на съезде нет даже указателя. На первый взгляд можно подумать, что кругом здесь пустые дома. Хотя на самом деле они не заброшенные. Кто-то живет только летом, а кто-то и круглый год. Здесь есть газ, свет, дорога, нет только воды. Водой ездим на соседнюю деревню, а когда нельзя ездить, вот набираем отсюда. На один день хватит, говорит Васил Мингазов. Он здесь родился, потом уезжал, сейчас вернулся помогать отцу. Дело в том, что в его Октябринке нет водоснабжения. Не помогает и 20-метровый колодец. Баню там пить нельзя уже, такую воду. Так здесь было не всегда. В 2010 году засуха была же, здесь колодец был. Все. Воды не стало? Воды не стало, да. В селе всего около 10 домов и 8 жителей. Всем пожилым помогают дети. Вот каждый раз, когда едем домой, где есть вода по ходу деревня. Это уже Ильдар Фарахуддинов. У него в деревне живет мама. Дети решили и родителям, и себе помочь. Так, накануне в Октябринке прошел сход граждан по самообложению. Решили участвовать единогласно. Договорились, собирают по 5000 с человека. Почему даем мы 5000 денег? Вот, каждый, значит, прописанный человек здесь. Из-за того, что республика добавляет 4 части, после этого можно сделать дела. Сделать действительно с водой можем быть. Так планируют собрать 40 000. Весной республика добавит еще 160 000. В начале лета вода уже пойдет. Никто даже против не был. Все как-то даже обрадовались, что именно на воду пойдут эти деньги. Даже каких-то проблем не было в этом. Это пример того, как татарстанцы воспользовались новой возможностью в программе самообложения. Теперь любая деревня может провести сход граждан, собрать деньги и решить именно свой вопрос. Результат работы жители принимают лично. Мы отчитываемся перед населением, что мы сделали. Сколько денег население собрало, сколько государство добавило. И на эти деньги какие виды работы мы делаем. И таких примеров, когда самообложение оперативно решает все насущные вопросы, в республике уже за 1000. Референдумы исхода граждан по планам на будущий год уже стартовали. Узнать дату их проведения именно у вас можно у главы сельского поселения. Салават Мухаммадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Кукмурский район. Каждый объект, возводимый в рамках нацпроекта, находится в сфере внимания и ответственности депутатов. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета Республики. Сегодня в Казанском педколледже для женщин-депутатов прошел обучающий семинар. Говорили о реализации национальных проектов на местах. В Татарстане на эти цели будет выделено более 54 миллиардов рублей. По словам Татьяны Ларионовой, важно, чтобы муниципальные парламентарии не только знали о проводимой работе, но и активно в ней участвовали. Необходимо привлекать больше инициатив от населения и общественных организаций.
Муниципальное образование – это наши первые помощники, союзники, единомышленники. Но все ли они знают, насколько они владеют информацией? Наш семинар, он сегодня прежде всего обмен мнениями, обмен позициями, обмен взглядами, обмен вопросами. Увековечили отца Альма-Матер. Сегодня в Казанском университете в рамках фестиваля «Александр Фест» открыли бронзовый бюст российскому императору Александру I. Именно он 215 лет назад подписал указ об учреждении в Казани университета и лично составил его устав. Этот зал, как машина времени, переносит своих гостей на 215 лет назад. Об истории университета здесь напоминает все. Интерьер, музыка, портреты и этот бюст императора Александра I. Как говорит сам автор, сделал все, чтобы был и величественным, и одновременно близким к народу. Ну вот вы как считаете, конечно, работа это точная копия Александра? Ну, я считаю так, что каждый скульптор, каждый художник, он сделает что-то свое. Мы находимся в музее Казанского федерального университета, где хранятся экспонаты эпохи Александра I. К примеру, вот так вот выглядели студенты того времени. Что интересно, обязательным элементом этого костюма была вот такая вот шпага. Двигаемся вместе с вами дальше и видим, как выглядели швейцары того времени. Да, вот именно в таком костюме человек встречал в университете самых дорогих гостей. Ну а дальше самый ценный экспонат этого музея. Устав императорского университета, который был составлен самим Александром I, ну и, конечно же, утвердительная грамота, подписанная императором. Все это подлинники, датировано 1804 годом. Составленный Александром Павловичем устав предполагал носить студентам единую форму. За проваленный экзамен нужно было доплачивать преподавателю и соблюдать строжайшую дисциплину. Если они за пределами даже университета совершали недостойные поступки, их могли наказать вплоть до того, чтобы посадить в карцер. И в карцере побывали немало известных людей, в том числе Лев Николаевич Толстой, когда был студентом Казанского университета. А его за что? Его за что? Он не посещал лекцию у профессора Иванова. Я читаю лекции в этом великолепном зале как раз под портретом самого царя. Лекцию о Александре I под его же портретом читает профессор Лондонской школы экономики Джанет Хартли. Она долгое время изучала жизнь российского императора. Вклад Александра I, он вообще неоценим, да, потому что Казанский университет становится одним из первых таких, так сказать, форпостов, который начинает распространять образование. Фестиваль «Александр Фест» — это не только про императора Александра I. За время его проведения участники вспомнят заслуги и других великих людей с этим именем, таких как Пушкин, Македонский, Грибоедов, Гумбольдт и Александра Фукс. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Известный российский режиссер и кинопродюсер Федор Бондарчук сегодня приехал в Казань. В Кремле его принял Рустам Минниханов. За чашкой чая они говорили о развитии киноиндустрии. В программе визита Федора Бондарчука еще один пункт. Здесь же, в Кремле, он поздравил театральных деятелей Татарстана. Сегодня им вручали государственные награды. Ордена, медали и заслуженные звания получили 16 человек. Сегодня в зале актеры, режиссеры, дирижеры. Они признанные мастера не только зрителями, заслуженные награды из рук президента. Год театра подходит к завершению, но задачи, которые были поставлены перед театральным миром, сохранят свою актуальность и в будущем. Искренне благодарю всех, кто связан жизнью и делом с театром, за творческий вклад в развитие театрального искусства нашей республики. Дирижер Фуат Абубакиров Камаловскому отдал 50 лет. Теперь он с орденом за заслуги перед республикой. Счастливее меня нет на свете вот сегодня, потому что только что прошел юбилей. Прошел хорошо, прошел замечательно. Там были последние слова, я сказал, что в такой стране, в такой республике, среди таких друзей просто нельзя по-другому. Заслуженным артистом сегодня стал Эмиль Талипов. Признается, когда делал пародию на президента и не думал, что придется получать награду из его же рук. Когда ценят твой труд в таких больших масштабах, то это всегда дает стимул, всегда дает силу в дальнейшей работе. Этого же высокого звания удостоились актер театра имени Качалова Алексей Захаров, артист драматического театра «Мастеровые» из Челнов Александра Комлева и Владимир Никитин из Казанского ТЮЗа. За вклад в развитие музыкального искусства заслуженного артиста получила солистка театра оперы и балета Гулнора Гатина. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, для меня это награда. Поэтому
Но это уже просто какая-то сверху такая коронка. Орден за заслуги перед республикой теперь носит и директор театра Рауфаль Мухамедянов. Я благодарен нашему театру, руководству нашей республики, потому что вы дали возможность реализоваться мне как личности. Высшая госнаграда 16 театральным деятелям, благодарность президента всему коллективу фонда «Живой город». Награду за команду получает Инна Яркова. Всех поздравил известный режиссер Федор Бондарчук. Я хотел бы поздравить вас всех высокими государственными наградами республики. И, как Рустам Нургалиевич сказал, да, год театра закончился, но работа, творческий процесс должен продолжаться, в чем я вам желаю удачи и успехов. После поздравлений снова за работу. Всем им сегодня в театр. Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Впереди только Карнеги-холл. В Казани сегодня стартовал 4-й сезон фестиваля татарской песни «Узгаре-желе». Он создан по предложению Рустама Минниханова для повышения уровня татарской эстрады. В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля показали, что приготовили звезды эстрады со всех уголков мира и готовы ли они покорять Нью-Йорк. Напомним, концерт заявлен в Карнеги-холле. Этот день настал в театре оперы и балета. Стартовал 4-й фестиваль «Узгаре-желе». Тот самый фестиваль, где татарская национальная музыка звучит в обрамлении джаза, соула и других самых разных жанров музыки в исполнении музыкантов из разных уголков мира. Подход более ответственный сейчас, потому что все лучшее, что было собрано за все сезоны проекта, сегодня будет представлено на сцене. И все произведения, которыми я особенно дорожу, самые, наверное, великолепные песни нашего татарского народа прозвучат сегодня со сцены. Музыка – это универсальный язык, хотя она и делится на много жанров, но татарскую музыку исполнять комфортно и приятно. Лично меня она трогает до глубины души. За минуты до выхода за кулисами царит абсолютно рабочая атмосфера. Здесь музыканты гримируются, где-то собираются с мыслями, в гримерке разогревают голосовые связки. Мы в этом году пытались сделать совершенно европейский концерт, да, европейского уровня. В первую очередь мы, конечно, большое внимание уделили декорациям. Вот. В этом году мы использовали практически всю глубину сцены, таким образом создав такую очень объемную визуализацию всего. Также мы сняли для всех артистов профайлы, как это сделано примерно на Евровидении. Естественно, мы сделали этот материал в первую очередь также и для Соединенных Штатов, для Карнеги-холла. Впереди еще один концерт в Казани, и менее чем через 2 месяца их ждет легендарная нью-йоркская сцена. И это то еще испытание – показать себя миру. Будут ли они писать на афишах «Узгаре-желе» или, адаптировав, напишут «Wind of Change». Пока загадка. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Гуляют по сельским улицам, позируют на камеру и не боятся людей. Моралы в Аксубаевском районе удивили всю республику. 13 взрослых особей завезли сюда еще в 2012 году. Сначала они жили в загоне, а теперь свободно перемещаются по лесу и территории сел. Зарина Ахметова отправилась в гости к оленям. Аксубаевский район. И таких съемок в запасе жителей Аксубаевского района немало. Встретить на улице Морал уже практически в порядке вещей. Они гуляют вдоль дорог, по улицам и даже позируют на камеру. С местными жителями у них отношения очень хорошие, особенно с детьми. За моралами егерь Юрий Исаев присматривает с момента их появления здесь. Пока они жили в загоне, приходил, ухаживал, кормил. Сейчас также навещает старых друзей. Следит за их перемещением и уже узнает каждую стаю. Я за ними слежу, где не было, выезжаю там, смотрю. И потом кормовая база здесь нормальная. И корм. Самый главный корм. И все. Вон они блестят. Шкура хорошая у них. На территорию района оленей завезли в 2012 году по президентской программе. Тогда их было 15, сейчас уже более 20 голов. Конечно, не скрывают себя, ходят.
потому что никакого ни охот на них не открывается, беспокойства фактора никакого нет. Но в дальнейшем, я думаю, все-таки уже то потомство, которое будут давать уже те дети, которые уже родились, они, конечно, будут дичать и дичать. С этого вольера около 4 лет назад моралы ушли в естественную среду. Теперь они живут на территории леса и постоянно перемещаются. Но несмотря на это, сюда они тоже захаживают. Для них здесь всегда есть корм, это сено, многолетние травы и зерно. Здесь находится соль у нас, для них. Здесь ячмень. В эту кормушку входит 3 мешка. Популяция моралов в республике растет. Новые поколения постепенно отдаляются от стада и переходят жить в другие районы. Вот сейчас где-то здесь 17-16 голов, остальные разошлись по другим районам, то есть в других местах. В Алексеевском, Чистопольском, Нурлатском районе. Оленей местные жители называют настоящим чудом, потому не упускают возможности поймать их в объектив камер. Не боятся, выходят на дорогу, прям подходят к деревне. Вот это такие красивые животные. Смотрим и восхищаемся красотой природы. Сейчас на моралов можно только смотреть, но со временем охоту на них все же откроют, и животные будут сторониться человека. Тогда эти кадры вблизи покажутся просто сказочными. Зарина Ахметова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Аксубаевский район. Уже завтра наши новости можно будет увидеть на канале ОТР. Новости Татарстана на русском языке будут выходить в 6 часов утра, а также в 18:30. А сегодня на этом все. Далее о погоде. Но я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Здравствуйте. О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и -3-5 градусов. На северо-востоке республики аналогичная погода, облачно, днем ожидается -3. На севере Татарстана пасмурно, только в Актаныше ожидается солнечный день, не ниже -4. На северо-востоке республики пасмурно, без осадков, -2-3 градуса. На северо-западе республики солнце спрячется за облаками, -2. В центре Татарстана, как и по всей республике, пасмурно, но без осадков, 2-3 градуса ниже 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках. Бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике Фарм-Т. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. В Казани теплый атмосферный фронт повысил температуры. Возможен снег. Днем 1-3 градуса ниже 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха повышенные. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.